В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 2 пациента с COVID-19 скончались в Якутии. Сколько человек заболели коронавирусом за сутки? Глава Якутии Айсен Николаев работает в Амгинском районе. Какие объекты он посетит? Якутский боксер Василий Егоров одержал победу в поединке в рамках командного Кубка России. Начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили еще у 48 человек. По-прежнему больше всего заболевших в Якутске 23 новых случая. В Мирницком и Татинском районах по 7, в Нюрюнгринском 3, в Аймиконском и Хангаласском по 2 случая. В Абыйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском районах по 1 заболевшему. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. 2 пациента с COVID-19 скончались. За минувшие сутки лаборатории республики сделали более 3300 исследований на коронавирус. А между тем в столице региона стартовала акция по бесплатной иммунизации населения от гриппа и ОРВИ. В эти минуты на главной площади Якутска проходит акция под названием «Главное здоровье», которую проводит первая поликлиника города Якутска. Как все проходит, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас на прямой связи со студией. Дима, добрый день. Ждем подробностей. Анастасия, здравствуй. Ну, как вы видите, здесь выстраивается с утра очередь. Эта очередь здесь нескончаемая. Люди, которые приходят сюда получать бесплатную вакцину, они тратят свое время максимум где-то 10-15 минут. В этой палатке идет регистрация всех желающих. А в той машине, в «Газели», непосредственно идет вакцинация самих желающих, которые хотят получить бесплатную вакцину от гриппа. Ну, а здесь центр СПИД проводит тоже совместную акцию вместе с поликлиникой. Здесь они принимают анализы на гепатит, ВИЧ и на другие сопутствующие анализы. Ну, хочется отметить, что первая поликлиника проводит подобную акцию каждый год. И, как отметил главный эпидемиолог медучреждения, эти прививки должны получать в первую очередь, конечно же, пожилые люди. Давайте послушаем, что нам она сообщила. Вакцинация против гриппа особенно важна для групп повышенного риска. К ним относятся дети 6 месяцев, лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и которые периодически болеют респираторными инфекциями. Также к ним относятся беременные женщины. Это медицинские работники, работники образования, торговли, общественного питания, транспорта и ЖКХ. Ну, хочется отметить, что данная акция стартовала здесь минувшим днем. Если вчера здесь людей было мало, но уже за сутки люди узнали, что здесь бесплатно проводится акция. И сегодня уже людей здесь стало относительно больше. Акции здесь будут проходить до конца этой недели. Так что все тех, кто хотят без очереди в поликлиниках простоять и экономить свое время, они могут спокойно сюда подойти и получить бесплатную вакцину от гриппа. На этом у меня все, Анастасия. Дима, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был мой коллега Дмитрий Тымыров. 54 природных пожара действуют на территории Якутии. Это оперативные данные авиалесоохраны. Площадь активного горения 42,5 гектаров. За минувшие сутки возникло 12 очагов, 11 ликвидировали. Сложная обстановка сохраняется на территории Мирнинского района, где зарегистрировано 5 очагов природных пожаров. С огненной стихией боролись около 300 человек. В Мирнинском, Нюрбинском, Тампонском, Кобяйском, Татинском, Чурапчинском и Амгинском районах в ближайшие сутки умеренных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный с усилением до 10 метров в секунду. В населенных пунктах этих районов есть вероятность задымления. Продолжается переселение затопляемого села Березовка Среднеколымского района. В ближайшее время новоселье справят еще 10 семей. В населенном пункте построят 5 двухквартирных жилых домов. Отмечу, что село Березовка с 2000-х годов несколько раз подвергалось подтоплениям, в связи с чем правительство республики разработало 5-летний план переселения села на незатопляемую территорию. В Новой Березовке уже построили 20 домов, расширили дорожную сеть. Заканчивается монтаж модульной конструкции
реконструкции фельдшерско-акушерского пункта. Его по плану должны открыть к октябрю этого года. В ближайшие 2 года, по информации властей, в Новой Березовке построят 18 домов, детский сад на 35 мест и административное здание. Глава Якутии Айсен Николаев работает в Амгинском районе. В рамках рабочей поездки он принял участие в закладке первой сваи школы-сада на 225 мест в селе Абаге. Для жителей этого села начало строительства объекта – долгожданное событие. Сейчас дети учатся в деревянном здании 1971 года постройки. При этом половина старого здания школы закрыта в связи с аварийным состоянием. Сейчас глава Якутии проводит совещание по рассмотрению основных направлений социально-экономического развития Амгинского района на период до 2024 года. После обеда глава региона примет участие в открытии коровника сельхозпроизводственного кооператива «Булугур» на 120 мест, а также ознакомится с ходом уборочной кампании зернового совхоза «Амгинский», который сохранил традиции хлебопашества. В Ленский район приплыли коровы. Животные проделали большой путь из Архангельска для предприятия «Батамайское». К новому месту жительства подъехали на барже. Зачем местным производителям закупать буренок в другом регионе и чем уникальна холмогорская порода, узнавала Дарья Байскорова. Взволнованные и уставшие, они 4 дня добирались из Архангельска. Сначала буренок автотранспортом доставили в Иркутскую область, а там уже загнали на баржу. Экипаж теплохода живой груз перевозил впервые. Было непросто, говорит команда. Спали по очереди. Проходящие мимо суда удивлялись необычному грузу. Больше шоку был у других судоводителей. Все там спрашивали, расспрашивали. А нас что, какая разница, что везти? Нормально привезли, доставили коров. Как вели себя животные? Да нормально, спокойные коровы, загнали нормально. В течение 8 часов, наверное, загоняли полностью на баржу. Долгое путешествие позади. Долгожданный груз покидает баржу самостоятельно. 100 голов приехало в село Батамай для нового телятника. Скоро местные жители будут пить вкусное архангельское молоко. На берегу Батамайского острова новых жителей хозяйства встречала большая делегация. Этому есть причины. Событие происходит впервые за 30 лет. Для расширения поголовья выбрали холмогорскую породу. Северные условия не влияют на ее удои, да и производственные показатели внушительные. Коровы дают в 3 раза больше молока, чем местные телицы. Районная администрация выделила на закупку 12 миллионов рублей. Коровы все стельные. Вот буквально с сентября месяца они начнут телиться. То есть основной отел у нас пройдет до Нового года. То есть зимой у нас будет молоко. Конечно, они все-таки должны пройти здесь у нас адаптацию, акклиматизацию. Поэтому мы все-таки очень старательно будем наблюдать все-таки состояние коров. Коров адаптируют к местным условиям, о будущих телятах тоже позаботятся. Как только потомство подрастет, его заселят в телятник. Местные жители связывают с расширением хозяйства большие надежды. Это символизирует якутский обряд благословения Алгсчита. Дарья Байскорова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Скончался народный артист России Борис Клюев. Ему было 76 лет. Причиной смерти стал рак легких. За полвека творческой карьеры Клюев сыграл на сцене более 70 ролей классического и современного репертуара. Он снимался в фильмах «Д'Артаньян» и «Три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». Популярность к Борису Клюеву пришла с фильмом «ТАСС уполномочен заявить». Молодежь знает его благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Физрук», «Улицы разбитых фонарей». Фильмография Клюева насчитывает более 100 картин. Педагог внес большой вклад в развитие якутского профессионального театрального искусства, выпустил целую плеяду наших артистов. Борис Клюев был мастером у якутской студии, которая сейчас обучается в Щепкинском училище. Первая наша встреча с мастером Борисом Владимировичем Клюевым состоялась в прошлом году, 1 сентября. В институте есть добрые, оказывается, традиции, проводят осенью Дни мастеров. Так прошел День клюевца. Ребята за 2 дня приготовили капустник. Зал был полный, выступающих было много. И в конце, значит, после всех выступлений выступает сам мастер, и он подводит итоги.
И что странно было, ну не то чтобы странно, а нас удивило то, что он похвалил только выступление якутской студии. Он отметил, что выступление якутских ребятишек было очень добрым, было интересным, было наивным и добрым. Также в своем публичном выступлении перед всем институтом он отметил, что его первыми учениками были якуты. Это 3-я студия шепкинцев, среди которых Андрей Исаевич Борисов, Герасим Семенович Васильев, Ефим Николаевич Степанов, Анатолий Павлович Николаев, Степанида Ильинична Борисова, Изабелла Васильевна Николаева и многие другие. Завтра по всей России стартует акция «Диктант Победы». Любой желающий сможет проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Задания будут посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Чтобы принять участие в диктанте, необходимо прийти на площадку проведения мероприятия. Их список доступен на сайте диктантпобеды.рф. Например, в столице республики их будет 3. В Якутском колледже связи и энергетики, технологическом техникуме сервиса и колледже технологий и дизайна. А для того, чтобы принять участие в онлайн-акции «Диктант Победы», необходимо заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и пройти проверочный тест. Прекрасный подарок в День знаний преподнесли беркакитцам. На стадионе «Локомотив» появилась новая беговая дорожка. Заниматься спортом смогут и дети, и взрослые. Все подробности у Тамары Игнатьевой. Спортивная площадка на стадионе «Локомотив» – излюбленное место беркакитцев. И они не остались в стороне. Силами спортсменов поселка было обновлено освещение стадиона. Наши спортсмены, когда мы к ним откликнулись, Петя Кожемякин, Рома Машиев, они где-то пригласили спортсменов человек 30, ему это поле, 400 тонн, породы, щебня, мы сюда засыпали. Они сами трамбовали, возили, лопатами работали. И получилось у нас такое хорошо. Так что спортсмены очень много помогли наши, и боксеры, и легкой атлетики, чтобы у нас такое поле было. Беркакитскую школу номер 22 набрали 2 первых класса, а выпускаться будет только 1 класс, так как многие дети нынче предпочли продолжить учебу после 9 класса в средних профессиональных учебных заведениях. Трудности, которые испытывает не только наша страна, но и весь мир, нас делают на самом деле только сильнее. Нас трудности закаляют, мы их не боимся. Была организована линейка. В спортивном зале мы пригласили 11-классников, пригласили первоклассников, а также родителей этих детей. И для них организовали небольшое, краткое торжественное мероприятие. Для учеников остальных классов был организован классный час, где детям рассказали о юбилее Великой Победы, напомнили про технику безопасности и познакомили с новым расписанием уроков. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Якутский боксер Василий Егоров в рамках командного Кубка России одержал победу в поединке. Спортсмен, который представляет Центральный федеральный округ, уверенно выиграл Ахмеда Закирова из Южного федерального округа. Сейчас сборная ЦФО ведет в общем счете. Еще 2 якутских боксера вчера выиграли свои встречи в командном Кубке России по боксу. В составе сборной Москвы отличились Борис Сидоров из Горного района и Назар Андреев из поселка Маган. Сидоров был сильнее Артема Потемкина из Приволжского федерального округа, а Андреев уверенно одолел Владислава Федюрина, также из Приволжского округа. Оба наших боксера проходят обучение и тренировки в московском спортивном клубе ЦСКА. Он сумел, как я уже сказал, подстроиться и за счет характера. К этой минуте у меня пока вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.